Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. В республике готовы к реализации инвестиционных проектов. Глава государства провел встречу с гендиректором Иранской благотворительной ассоциации развития науки и технологий. В правительстве подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Минэкономразвития Республики и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий. Наш язык – наше будущее. В Национальной библиотеке обсуждены вопросы сохранения остинского языка. Президент Алан Гаглоев провел встречу с российскими инвесторами и генеральным директором Иранской благотворительной ассоциации развития науки и технологий Сеедом Махмудом Реза Саджади. Он прибыл в республику с президентом группы компаний «Стройпрогресс» Альбертом Джуссоевым. Глава государства, поприветствовав гостей, отметил, что Южная Осетия готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами. Тему продолжит Зарина Кочева. Южная Осетия готова к реализации намеченных масштабных программ в экономической сфере. Порядка 5 крупных инвестиционных проектов будет запущено на территории республики. Мы готовы к сотрудничеству с зарубежными партнерами и намерены рассматривать предложения инвесторов. Подобный посыл руководства республики нашел адресатов. Сегодня в ходе встречи президента Алана Гаглоева с генеральным директором Иранской благотворительной ассоциации развития науки и технологий Сеедом Махмудом Реза Саджади вновь были обсуждены вопросы касательно инвестиционных проектов. Он приехал в Южную Осетию вместе с президентом группы компаний «Стройпрогресс» Альбертом Джуссоевым. Ранее Сеед Саджади находился на дипломатической работе. До октября 2013 года был чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России. Принимая гостей, Алан Гаглоев подтвердил готовность к взаимовыгодному диалогу с дружественными странами. Южная Осетия республика молодая. В августе 2008 года после известных событий независимость республики признала Российская Федерация. После Российской Федерации независимость республики признала ряд стран. Мы укрепляем взаимоотношения с этими странами, с этими республиками, настроены на конструктивную, плодотворную, взаимовыгодную работу. Ранее в ходе визита в Южную Осетию внушительной российской делегации во главе с Альбертом Джуссоевым был намечен ряд инвестиционных мероприятий. Работа над их претворением в жизнь уже началась. Совсем недавно Альберт Александрович приезжал, привез ряд проектов, ряд предложений. Мы сегодня работаем над этими предложениями. Очень солидный послужной список, поэтому мы готовы обсудить любые предложения. Глава государства заявил, что руководство республики готово обеспечить безопасность инвестиций. Руководство республики готово обеспечить безопасность любых инвестиций, любого рода взаимодействия. Еще раз хочу подтвердить нашу готовность к конструктивному, такому честному диалогу и честной работе. Президент также отметил, что Россия и Иран развивают и укрепляют взаимодействие, работают в различных сферах. А для Южной Осетии Россия – стратегический партнер, с которым она строит свое будущее. Народ Южной Осетии добился своей независимости и развивает, укрепляет свою независимость, строит отношения со всеми странами, которые ценят взаимовыгодные, справедливые, честные отношения. Сеед Саджади поблагодарил Алана Гаглоева за прием и отметил, что готов подтвердить утверждение о том, что Юго-Осетинская земля очень гостеприимна. В те времена, когда я был послом в России, я видел ваш труд нации Осетии и мечтал тогда, что смог какие-то услуги перед народом вашим принести. Я очень рад и горжусь, что с вами сижу. И надеюсь, что с помощью вашего правительства и личных друзей сможем какие-то дела сделать. Особенно если какая-то страна в экономическом сфере, она очень сильна, а никакая другая страна не может заставить что-то делать в этом сфере. И надеюсь, что смогу странам, которые под санкцией находятся и хотят быть независимыми, сможем хорошую помощь сделать и в экономике, и в промышленности.
И надеюсь, сотрудничество с Альбертом Александровичем сможем сделать то, что на самом деле ваша страна достойна этого. Я себя считаю как ваш народ и как ваш брат, и надеюсь, что что-то смогу сделать, быть полезным. Я хочу еще раз отблагодарить вас за гостеприимство и обещать, что все, что смогу, буду сделать. Сеед Саджади рассказал, что после выхода на пенсию он создал компанию, которая занимается научными и промышленными направлениями, и выразил надежду, что сможет помочь республике в развитии ее экономики и промышленности. Зарина Кочева, Азамат Кузыев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Далее, в ходе встречи председателя правительства с гостями республики, премьер отметил готовность к сотрудничеству с Исламской Республикой Иран в торгово-экономической и научно-технической сферах. После обсуждения вопросов состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством экономического развития Республики Южная Осетия и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий. В правительстве обсудили вопросы развития отношений с Исламской Республикой Иран в сферах торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества. Константин Джусоев, тепло поприветствовав гостей, отметил, что взаимодействие имеет большой потенциал для развития научно-технологического сотрудничества. У нас есть определенные договоренности, планы, которые мы сегодня с вами обсудим. У нас намечены, как было отмечено президентом, несколько крупных проектов, над которыми мы сейчас работаем. Еще раз скажу, что у Южной Осетии есть огромный потенциал, который мы должны использовать. Я думаю, что, как я говорил, ваш приезд будет началом нашего дальнейшего торгово-экономического сотрудничества. Отдельное спасибо хочу сказать Альберту Александровичу Джусоеву, благодаря которому сегодняшняя встреча состоялась. Развитие экономики является для нас самой главной задачей. У Южной Осетии большой инвестиционный потенциал. И мы рассчитываем, что расширение внешних связей, в частности с дружественной Исламской Республикой Иран, откроет дополнительные возможности для притока инвестиций, добавил Джусоев. Для Южной Осетии экономический вопрос – это самый важный вопрос. Поэтому мы всячески будем привлекать, содействовать тем и инвесторам, и сами будем, мы уже разговаривали, что наша делегация собирается с визитом в Иранскую республику посетить. Я думаю, что это будет полезная встреча, и мы сможем найти общие какие-то корни, общие договоренности, с которых мы в дальнейшем будем продолжать наше сотрудничество. Генеральный директор Иранской благотворительной ассоциации развития науки и технологий Сеед Махмуд Реза Саджади отметил, что данное соглашение откроет новые возможности для продвижения высокотехнологичных проектов и не только. Мы по направлениям лекарства, медицина, нано и биотехнология очень хорошие достижения. И мы доказали, что не только американцы и европейцы могут передать кому-то технологию свою. Мы сами можем эту технологию создавать. Может, вы слышали, что на сегодняшний день Иран занимает 4-е место в нанотехнологиях после Америки, Китая и Индии. Иран на 4-е место. Сеед Махмуд Реза Саджади подчеркнул, что со своей стороны будет всячески способствовать развитию дипломатических и дружественных отношений между двумя странами. به دلیل اینکه اقتصاد ما به کار با کشورهای دیگر عادت کرده. Мне очень жаль, конечно, то, что в предыдущие годы мы не смогли хорошие отношения с Осетией строить, насколько Иран привык работать с других стран. Надеюсь, что смогу построить все, что получится в этом направлении, и создать очень хорошее сотрудничество между Ираном и Южной Осетией. В любом случае, все, что мы сможем сделать, мы будем вам указывать. Также среди направлений сотрудничества сфера здравоохранения делегатам было отмечено, что в Иране медицина развивается и выходит на новый уровень. Он подчеркнул, что они готовы сотрудничать и в этой сфере. Совместно на сегодняшний день Россия и Иран совместно создают
очень много лекарств и передовые лекарства. Особенно лекарства против рака, которые очень дорогие. Это я привел как образец, какой потенциал есть в Иране. И могу уверенно сказать, что после Китая в нашем стране Иран одна из самых крупных производителей промышленных. Единственная просьба, если будут молодые люди из будет кого-то предложить из Министерства здравоохранения, я единственное прошу, чтобы не из государственных, через государственных каналов, напрямую, чтобы подключить их. Да, то через государственные каналы все очень медленно идет. Президент группы компаний «Стройпрогресс» Альберт Джусоев отметил, Саид Махмудреза Саджади является дипломатом высокого уровня. Его вклад в развитие российско-иранской дружбы трудно переоценить. В ходе наших разговоров с президентом Южной Осетии в Москве, в ходе нашей встречи с моим младшим братом Константином Хасановичем, я очень рад, что и президент, и правительство Южной Осетии развили активность в экономической сфере. Южная Осетия – прекрасное положение. Она находится и экономически, и географически, и политически в таком состоянии, когда он может стать не полностью брать на себя, но даже определенную часть, он может стать и финансовым хабом, логистическим хабом. Надеюсь, что Транскам откроется, и логистическим хабом. А там, где логистический хаб, там, где финансовый хаб, там, конечно, максимальное развитие пилотных проектов и вообще в разных сферах. Далее в правительстве состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством экономического развития Республики Южная Осетия и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий. В рамках меморандума стороны проработают реализацию бизнес и социальных проектов, улучшение предпринимательского климата, устранению имеющихся барьеров развития малого и среднего предпринимательства, организацию совместных научно-практических конференций и форумов по вопросам инновационной деятельности, созданию новых рабочих мест в рамках поддержки малого бизнеса в социальной сфере. Агунда Губозова, Алим Битеев, информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии мобилизуют дополнительные силы и средства для поиска пропавшего в начале мая гражданина республики Вадима Аджиева. В МЧС прошло совместное совещание представителей силовых структур республики, задействованных в поисковой операции. Обсуждены дальнейшие действия для установления местонахождения пропавшего. Совместная поисковая операция с привлечением дополнительных сил до 300 человек возобновится завтра ранним утром. Напомним, житель микрорайона Солнечный Вадим Аджиев 1981 года рождения пропал вечером 2 мая. С тех пор о нем ничего не известно. В Цхинвале сотрудники ГУП «Энергоресурс» проводят замену ламп уличного освещения. На некоторых центральных улицах столицы работа уже завершена. Содействие энергетикам оказывают члены партии НХАС. По их словам, деятельность в этом направлении будет продолжена. Подробности расскажет Анна Гаева. В столице продолжается работа по замене лампочек на столбах уличного освещения. Усилиями работников энергоресурса было обновлено освещение на нескольких центральных улицах Цхинвала. Активную поддержку энергетикам оказывают члены партии НХАС. По словам представителя партии Спартака Томаева, работы по обновлению лампочек на опорных столбах будут продолжены. Проект уже реализован سفرتم رخصتها نه واجه تا چیزایی دادم بر باشم باید یول در فتوگر بخیزنج آشونگل استیا کدوم افتام ایجق اگوگان فوتبال سدرج مرشدیس معنا نخی خود مرشدیس افت شمای آشونگل سا освещение فخذ در کنم. Ранее новые лампочки засияли вокруг городского озера. Место досуга нуждалось в хорошем освещении. Сейчас замену перегоревших лампочек произвели на улицах 8 июня и Героев. Как добавил замглавы администрации президента Алан Тибилов, теперь пешеходам и автомобилистам будет намного комфортнее и безопаснее передвигаться по вечернему Цхинвалу. Это вторая акция партии НХАС по замене уличного освещения. Нам в партии кажется, что это очень важно. Это въезд в город, это въезд в сердце республики.
на центральную площадь. И мы, конечно, хотели бы, чтобы здесь освещение было хорошее. И наш любимый Цхинвал будет светлым и красивым. Горожане положительно отозвались об обновлении плафонов на улицах, а также отметили, что это заметно улучшит состояние ночного города. Подобного рода работы будут произведены и на других плохо освещенных улицах столицы. Анна Гаева, Арсен Гасиев, Арнольд Харебов, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Туристический сезон в Южной Осетии открыт. С красотами республики первый в этом сезоне ознакомился турист из Южной Кореи. Путешественник поделился своими впечатлениями с нашей съемочной группой, отметив, что они самые восторженные. С достопримечательностями гостя ознакомил гид-экскурсовод Юрий Бетеев. Туристу рассказано об истории осетинского народа, культуре и традициях осетин. Подробности далее. Летний туристический сезон готов к открытию, и Южную Осетию уже решили посетить гости. Гид-экскурсовод Юрий Бетеев рассказал о красотах республики туристу из Южной Кореи Джону. Он много лет увлекается путешествием, слышал об удивительной природе Южной Осетии и осетинском гостеприимстве. Джон решил приехать и своими глазами увидеть величественные горы, лечебные источники и потрясающую природу. Джон отмечает, что не пожалел о проделанном долгом пути. So a blog about travel Caucasus region. So I traveled many Caucasus region like Armenia, Georgia, Azerbaijan, and Abkhazia, and Elbrus, something else. So and I also know here, so I decided to visit here too. Вкратце, он путешествовал по Кавказу, и он слышал про нашу республику. Ему хотелось ее тоже посетить, и он приехал. Он побывал в разных республиках на Кавказе. Он говорит, что он не успел пока еще ничего увидеть. Он прилетел только вчера, приехал вчера только. Но он говорит, что все дружелюбные очень. Ему рассказывали об этом тоже, и он сам это видит сейчас тоже. Гид-экскурсовод Юрий Бетеев показал иностранному гостю достопримечательности столицы. В Национальном музее Джон узнал многое о культуре и традициях осетин. Далее по программе они посетили мемориал павшим защитникам Отечества. Экскурсовод рассказал туристу об истории осетинского народа, борьбе за свободу и независимость. Ко мне обратился гражданин Кореи. В этом году он захотел приехать. И после долгих процедур, увы, которые у нас есть, 40 дней проверки, он к нам приехал вчера. И это очень важный шаг в развитии туризма государства Алания, потому что это проработка вот этих механизмов, по которым в будущем больше должно людей посещать. Южная Осетия может круглогодично принимать туристов. Летом это походы в горы, посещение красивейших мест, старинных башен и святилищ. Но не менее увлекательно можно отдохнуть здесь и зимой. Очень приятно, когда к нам гости едут, уже больше и больше россиян нас посещают. А почему бы не открыть мир для других государств? Пусть нас тоже узнают другие люди, потому что мы сейчас замкнутые, закрытое, как закрытое государство. Нам надо открываться, и почему бы и нет? Пускай эту красоту люди видят. Выехав из столицы, корейский гость посетил этнодеревню в селе Боржнес. Впечатления, как отметил турист, самые положительные. Лена Газаева, Регина Чешкова, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. В Национальной библиотеке обсудили вопросы сохранения родного языка. В преддверии Дня осетинского языка научные работники, писатели, педагоги рассмотрели пути сохранения и развития осетинского языка. Участники рассказали о проводимой работе в средних образовательных учреждениях. Отмечена и значимая роль, которая отводится в этом вопросе государственному телевидению. Стелла Бязрова с подробностями.
Наш язык – наше будущее. Круглый стол под таким названием прошел в Национальной библиотеке в преддверии Дня осетинского языка. Участниками мероприятия стали научные работники, писатели, журналисты, педагоги. Были обсуждены вопросы сохранения осетинского языка, проблемы и пути их решения. ومنتاننیس بد آورتدر بد فادتدر هم منمیس ایران ژورنال ایران گازیت ایسنم ایران تلویزیونات ایسنم ایران تئاتر ایران رادیو اما اومگسکه سگایدر خشجنستم سمیزونم مادالونساگ. Заведующая дошкольно-образовательным учреждением номер 12 Нуну Кочиева в своем выступлении отметила, что любовь к родному языку надо прививать детям с ранних лет. В 2015 году в дошкольно-образовательных учреждениях республики была введена специальная программа по изучению осетинского языка «Малусак». По словам Кочиевой, внедрение программы в дошкольную образовательную систему дает хорошие результаты. آخام پروگرام اما آخام چینگوته آل کاتس پریدمی دایدر ایرانم در اما ورساگو در پیدا کنم نرو کوسم و چینگای اوما بیتارت زویا اما یک آمانده چینگوته سرستوی پروگرام مالوسگای فستیم جتن تینجه به فستیم جتای. Большая работа, соответственно, проводится и в средних образовательных учреждениях. Помимо классных уроков, педагоги стараются проводить дополнительные мероприятия на осетинском языке. Преподаватель осетинского языка и литературы Ляна Догузова, говоря о развитии осетинского языка, подчеркнула значимую роль государственного телевидения. С большим успехом вот уже несколько месяцев транслируется проект «Зонда Зилахар», финал которого также приурочен ко Дню осетинского языка. Iris doni istoria khurkanak meiron khurkanak ima zonda zila khare mana nation projektilion nota katsetsawi wada moganani humay khostar проекту тисяча проект. Член Союза писателей Асият Наниева считает, что официальную документацию необходимо проводить как на русском, так и на осетинском языке. По мнению писателя, это станет большим шагом в деле сохранения и развития родного языка. ایران قطعون گر خط تارازنه و ما چمن نارازم ایران رستاقا دارد فلا ایران کی دوید قاروخ ما. На круглом столе прозвучало много мыслей и мнений, однако все единогласны в одном. Родной язык – это главное сокровище, которое оставили нам предки, и наша задача – сохранить и приумножить его богатство. Стелла Бязарова, Заур Устаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Мероприятие как память и дань уважения павшим защитникам, сражавшимся за свободу и мир. В киноконцертном зале «Чермен» прошел концерт, приуроченный к 9 мая. Песни военных лет подготовило Управление культуры столичной администрации. В концертной программе также приняли участие артисты эстрады и хореографический ансамбль «Ирон» при администрации города Цхинвал. На сцене киноконцертного зала «Чермен» прошел праздничный концерт в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Концертная программа включала песни военных лет. Инициатором проведения культурного мероприятия выступило Управление культуры столичной администрации. От героев былых времен этой песни в исполнении заслуженного артиста республики Игоря Тасоева открылся концерт. В концерте также приняли участие юго-осетинские эстрадные артисты. Чай и
Концертную программу украсили выступления хореографического ансамбля «Ирон» при администрации города Цхинвал. Управление культуры столичной администрации проводит концерт в честь Дня Победы ежегодно. Как отметил начальник управления Игорь Тасоев, подобного рода мероприятия являются проявлением памяти и уважения ко всем тем, кто сражался за свободу и независимость Родины. Анна Гаева, Регина Черткоева, Заур Остаев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, возможен дождь. В Наурском районе днем плюс 17, ночью плюс 6. В Цавском районе днем 14 градусов тепла, ночью плюс 7. В городе Квайса днем плюс 13, ночью 7 градусов тепла. В Лениногорском районе днем 18 градусов тепла, ночью плюс 7. В столице республики в Цхинвале днем плюс 17, ночью 7 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.